Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Ну и начинаем наш выпуск с главного. Как нам сообщили в пресс-службе главы государства, сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, направил телеграмму соболезнования президенту Республики Индия Раму Нат Ковинду, в которой говорится: «Ваше превосходительство, мы с большой печалью восприняли весть о совершенном в штате Джамму и Кашмир террористическом акте, повлекшем гибель 45 военнослужащих силовых структур и ранение десятков граждан. Данный жестокий акт насилия вновь подтверждает настоятельную необходимость продолжения беспощадной борьбы человечества с терроризмом. Выражая чувство скорби и сопереживания дружественному народу Индии, прошу передать наши глубокие соболезнования родным и близким погибшим. Всем пострадавшим желаем полного выздоровления». Это был текст телеграммы лидера нации, а в Индии теракт. Погибло 45 человек. Военнослужащие, резервисты полицейских сил были убиты в штате Джамму и Кашмир, находящемся на севере Индии. Террорист-смертник подорвал автомобиль с взрывчаткой рядом с военной колонной. Свыше 40 человек, это военнослужащие, резервисты полицейских сил, были убиты в штате Джамму и Кашмир, находящемся на севере Индии. Террорист-смертник подорвал автомобиль со взрывчаткой рядом с военной колонной. По словам командующего полицейскими силами, колонна двигалась по направлению к столице штата. В этот момент и было совершено нападение. Это не первое нападение боевиков террористической группировки. И еще 18 лет назад они открыли стрельбу в индийском парламенте. Тогда погибли 12 человек и около 30 получили ранения. Возвращаясь к местным новостям, обеспечение продовольственной безопасности – это стратегическая цель страны, которая непосредственно влияет на создание рабочих мест и увеличение экспортного потенциала Таджикистана. С целью обеспечения развития сферы сельского хозяйства и охраны продовольственной безопасности за счет реализации государственных инвестиционных проектов и государственного бюджета в период независимости направлено более чем 12 миллиардов сомони. При этом общий объем производства сельхозпродукции увеличился в 3 раза, то есть 7,4 миллиарда сомони в 2000 году до 21,3 миллиарда сомони в 2018, а экспорт продукции этой сферы систематически повышается. В настоящее время незначительная доля производственного хлопка перерабатывается внутри страны, а имеющиеся возможности в направлении создания рабочих мест в текстильной сфере используются не в полной мере. Согласно статданным, в последние годы внутри страны перерабатывается всего лишь 10-12% хлопковолокна. В 2018 году экспорт хлопковолокна по сравнению с предыдущим годом увеличился в 2 раза. В стране принимаются решительные, эффективные меры по улучшению обеспечения потребительского рынка качественной сельхозпродукции и увеличению объема ее экспорта за счет эффективного использования земли, введения в сельхозоборот бросовых земель и освоения новых, повышения урожайности культур и развития сферы семеноводства, увеличение площадей постоянно действующих теплиц и количество помещений для хранения овощей и фруктов. В настоящее время за счет заброшенных земель и предгорий систематически увеличиваются площади садов и виноградников, в том числе и интенсивных садов. В период независимости из сельхозоборота было выведено 190 тысяч гектаров пахотных земель, а площадь приусадебных участков увеличилась на 135 тысяч гектаров, в том числе за счет поливных земель на 52 тысячи гектаров земли. Таджикские девушки самые красивые. Такой вывод сделали посетители районного тура республиканского конкурса Чакумай-Гесу, состоявшегося в Душанбе. Яркое театрализованное представление в честь женской красоты и уникальности наших национальных таджикских традиций и обрядов не оставило равнодушным ни одного зрителя.
Организаторы конкурса Чакумай-Гесу столичного района Исмоили-Сумуни подошли к конкурсу основательно и решили провести мероприятие в Таджикском государственном академическом драматическом театре имени Лохути, чтобы посредством высокой культуры таджикского песенного и танцевального искусства, национальной одежды, украшений и всей культурно-развлекательной программы передать красоту таджикских женщин и национальных традиций. Таджикские девушки всегда были эталоном скромности, воспитанности и отличались длинными, ухоженными, заплетенными в косы волосами. Мы, современные таджички, тоже стараемся соответствовать этим критериям. Я Назарова Саня, ученица 8-й школы 10 класса. Конкурс Чакумай-Гесу создан для того, чтобы таджикские девушки не забывали свои традиции и помнили о том, что мы таджички. И я уверена в том, что наши девочки самые красивые, и они отличаются своей красотой и своими длинными волосами. В фойе была представлена выставка продукции по уходу за волосами, а также специально приглашенные стилисты делали укладку участницам конкурса и рассказывали о секретах достижения красоты волос. Фестиваль-конкурс Чакумай-Гесу проводится с целью повышения статуса и достоинства таджикской женщины, возрождения и укоренения национального стиля одежды для женщин, что способствует дальнейшему развитию национальной культуры таджиков, а также с целью пропаганды эталонов классической таджикской красоты, наличие у девушек длинных и ухоженных волос. Объектом данного конкурса являются девушки и женщины, которые показывают пример правильного ухода за волосами и лицом, а также демонстрируют изящество походки, вежливого общения и знания национальных традиций. Победители этого конкурса примут участие в городском фестивале, а затем уже и в заключительной части республиканского фестиваля Чакумай-Гесу. Фестиваль Чакумай-Гесу проводится в стране в течение нескольких лет и пользуется огромной популярностью у народа не только как одно из самых удачных культурно-развлекательных массовых представлений, но и как источник новых идей для дизайнеров в создании коллекций современной национальной одежды. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвак, телевидение, Таджикистан. К зарубежным новостям. В американском штате Нью-Мексико молодой человек устроил стрельбу в школе. Инцидент произошел на территории учебного заведения. К счастью, пострадавших нет, злоумышленник задержан. Подробнее об этих и других событиях в мире мои коллеги. Число жертв взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме в Красноярске Российской Федерации возросло до 2 человек. К настоящему времени аварийно-спасательные работы и разбор завалов завершены. Ранее сообщалось об одном погибшем. В ходе разбора завалов спасателями было обнаружено тело женщины. Как сообщалось, взрыв бытового газа произошел в 30-квартирном жилом доме в четверг, 14 февраля, вечером по местному времени. Из здания были эвакуированы 12 человек, разрушены 6 квартир, еще 10 получили повреждения. По факту чрезвычайного происшествия возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, собственник здания получил разрешение на индивидуальное жилищное строительство, а многоквартирный жилой дом был построен самовольно. По меньшей мере 23 нелегальных шахтера погибли в результате затопления тоннелей на 2 шахтах Зимбабве. Взаимосвязанные тоннели 2 шахт были затоплены в результате обрушения стены плотины, вызванного прошедшими в этом районе сильными дождями. В настоящее время число жертв наводнения составляет 23 человека, но есть опасения, что большее число шахтеров могло погибнуть в результате катастрофы. На юге Чили начались масштабные лесные пожары. Сгорели десятки домов, которые охватили сразу несколько регионов страны. Пожарные зафиксировали почти 100 возгораний. В большинстве случаев, по официальным данным, распространение огня удалось остановить. Ситуация осложняется погодными условиями. Сильный ветер затрудняет борьбу с пожарами.
В Греции за последнюю неделю эпидемия гриппа унесла жизни 17 человек. Таким образом, число жертв вирусной инфекции с октября прошлого года возросло до 56. Самый распространенный штамм свиной грипп H1N1 не щадит ни детей, ни взрослых. В числе 219 госпитализированных с симптомами этого заболевания пациенты самых разных возрастов. Лишь 13% из них были привиты. Врачи утверждают, самая лучшая мера предосторожности – это вакцина. Вспышки гриппа А фиксируются по всей Европе. Во Франции не хватает больничных коек для инфицированных, счет которым идет на тысячи. В стране этой зимой от осложнений, вызванных этим гриппом, скончались около 1800 человек. Эти кадры – настоящий подарок для зоологов всего мира. В заповеднике Лакипия в Кении удалось снять редкого черного леопарда. Запечатлеть особь этого вида получилось впервые с 1909 года. Для того, чтобы снять леопарда, были установлены датчики движения и сверхчувствительные камеры. По словам зоологов, тот факт, что в этом районе есть как минимум 2 черных леопарда, очень важен. Черный окрас этих леопардов – следствие меланизма. Животное ведет ночной образ жизни, и увидеть его в темноте, а тем более сфотографировать – очень большая удача. Ну и последнее. Причиной смерти каждого 10-го заядлого курильщика являются онкологические болезни. Именно рак легких в 90% заболеваниях наиболее часто возникают у людей, которые регулярно курят. Причиной онкологии является и чрезмерное использование мобильных телефонов. О вреде, который наносят курение и мобильные телефоны, расскажут наши коллеги. Курение является одной из главных причин развития многих летальных заболеваний. При горении сигареты выделяется свыше 4000 опасных химических веществ, которые провоцируют широкий перечень заболеваний. Последствия курения не только ухудшают общее самочувствие, снижают активность и работоспособность, но и наносят вред всем органам и системам в организме. Медицина и современные научные исследования утверждают, что курение при беременности опасно, начиная с первых дней. Об этом говорят все специалисты от гинекологов до педиатров, поскольку отклонения и нарушения касаются различных стадий развития плода. Кроме того, никотиновая зависимость пагубно сказывается и на здоровье самой будущей мамы, так как ее организм и без того испытывает усиленную нагрузку. Мы знаем, что курение на самом деле является очень вредной привычкой, и последние достижения медицины доказывают это, и то, что во всем мире сейчас объявлена война курению, объявлен запрет на курение, говорит само за себя. Курение является одним из основных факторов прогноза при всех онкологических заболеваниях. Согласно исследованиям, люди с определенными видами онкологических заболеваний головного мозга чаще использовали сотовые телефоны в течение 10 лет и более. По словам специалистов, большинство видов рака возникали на той стороне головы, возле которой люди обычно держали свои телефоны. Кроме того, врачи не рекомендуют использовать мобильные телефоны лицам, страдающим заболеваниями неврологического характера, включая неврастению, психопатию и неврозы. Также сотовый телефон оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Серьезный вред мобильные телефоны наносят детям. Специалисты рекомендуют родителям ограничить использование детьми мобильных телефонов. Врачи рекомендуют держать телефоны подальше от спального места и не носить их в карманах или рядом с телом. Всемирная организация здравоохранения в своей программе «Электромагнитное излучение и здоровье человека» констатирует медицинские последствия, такие как заболевания раком, изменения в поведении, потеря памяти, болезнь Паркинсона, Альцгеймера, синдром внезапной смерти внешне здорового ребенка и многие другие состояния являются результатом воздействия электромагнитных полей. Уважаемые телезрители, это были все те новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу. О развитии событий в 20:30. Будьте здоровы!